Всем здравствуйте, и я продажная шлюха. Ну и снова всех приветствую, друзья, с вами я Твистер, я записываю видео с веб-камерой. Хочу обсудить одну единственную вещь, про то, что в последнее время на канале выходит большое количество, я бы даже так сказал, рекламы. И многие негодуют, типа, блин, Твистер, а что так много рекламы? Причем не считая того, что я стараюсь выпускать отдельные ролики по рекламе, примерно одну штуку в месяц. Если вы можете заметить, листнуть раньше, то там нож про бак с кейсами вышел 3 месяца назад. Потом 2 ножа выпало новых, когда коллекция только вышла с новыми ножами. Вышел месяц назад. И сейчас вышла еще одну рекламу, которую засрали, и мне начали писать, что я выпускаю много рекламы. Я не могу больше молчать. Сейчас вы можете увидеть примерный мой заработок на ютубе. Да, не удивляйтесь, друзья, это меньше 200 баксов. А теперь давайте просто умножим это, на 65-64 рубля. Мы получим около 7 тысяч рублей в месяц. Я получаю, представьте, около 7 тысяч рублей в месяц. И это просто не деньги. Я выезжаю только за счет прероллов, просто за счет 10-секундных роликов. И вы только из-за них бомбите. Ну ладно бы еще ничего, понимаете? Я выпускаю там, может, рекламный ролик один, там, но вы на него бомбите, хорошо. Но твою мать, почему мне вы не разрешаете, а другим ютуберам разрешаете? Возьмем пример такого ютубера, как Паул Клэнс, если я правильно его произношу. Я его не знаю, он недавно меня из друзей удалил, так что теперь его можно чуточку похуесосить. У этого ютубера буквально через ролик выходит рекламный ролик, где он просто на сайте открывает кейсы. И люди ставят ему лайки, пусть просмотров не так уж и много, но твою мать, его смотрят. Причем у него ролики выходят просто через ролик, рекламный ролик. Ладно, хорошо, отложим Паул Клэнс. Его, может, не все знают и смотрят его тоже мало, потому что он делает, очень много рекламы. Давайте возьмем пример Warpatch. Или, например, я не знаю, Филиппина, бро. Посмотрите, сколько рекламы они делают. Shimoro. Практически в каждом open-кейсе мы можем заметить, как они рекламируют какой-либо сайт. И вы с этим согласны? Вы серьезно? И причем стата существует около 16 тысяч на 300 дизлайков. Это очень хорошая стата. В то время, когда я выпускаю рекламный ролик, когда мне нужны реально деньги, люди начинают меня хуесосить за то, что я продался, реклама. Вы, блядь, мои заработки видели? Ихние ролики длятся по 20 минут. 20 минут это примерно 4-5 реклам можно впихнуть в этот ролик. А теперь давайте посчитаем. Если с такого обычного ролика, где они просто играют в геймплей, он получает где-то, баксов, наверное, 60 с его 100 тысяч просмотров, то я при своих 4-минутных роликах и 100 тысяч просмотров получаю где-то примерно, сейчас я ставлю опять же стату, не хочу вам врать, но баксов 20-10 тут точно будет. И, друзья, я не считаю это нормальным, понимаете? И еще хотел поговорить насчет контента на ютубе. Многие, наверное, замечали, что у меня выходят довольно познавательные ролики, как бы то ни было, как стрелять молнии в CSGO, может быть, самые дорогие инвентари, где я совершенно случайно, неправильно сказал фамилию, и меня просто захуесосили в комментариях и наставили кучу дизлайков. Просто совершенно неправильно, я же неправильно сказал фамилию, не Костелиев, как там, блять, его? Меня просто захуесосили в комментариях за то, что я неправильно сказал фамилию Симпла. Но не об этом сейчас речь. Многие, наверное, знают таких ютуберов, как Джасти, может быть, там, Джек, или, может быть, еще ютубер, конечно, Дмитрий Лэнстоп. Люди, которые пилят обычный геймплей, совершенно с нулевым смыслом, где они просто охуют: как же я его круто убил, пау, 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 о, хедшот, нифига себе, я читер, о, камбэк, пацаны, камбэк, 15-14, камбэк, о, 15-15, изи-пизи, лимон-сквизи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Стата таких роликов составляет 20 тысяч лайков на 100 дизлайков. Вы ебанулись? Где вы тут видите контент? Алло. Я понимаю, что Сахар Шоу, человек, который там сильверплей у него. Это сделано годно, то есть там есть над чем посмеяться. Но какого хуя вы лайкаете это дерьмо, где просто тупой геймплей и никому не нужный, где человек просто показывает свой скилл? Неужели вам так интересно? Вам своего, блядь, не хватает, что ли? Это совсем зашквар. Когда я пилю годный ролик, люди сразу же начинают 500 дизлайков на 7000 лайков, что-нибудь такого рода, а местами бывает даже и похуже. Причем я пилю интересный контент, то есть имеется в виду, что я пилю познавательно, стараюсь брать темы, которые, не зашкварены, знаете, там топ-5 пасхалок, где я говорю на первом месте, что вы знали, что можно на нюке открывать жалюзи, вы знали, нет? Ой, какая жалость, собственно, я все равно вставлю этот ролик, да, это баян, но все равно, как бы, я стараюсь такое говнище, блядь, не пилить, я стараюсь не зашкваренные темы говорить. Я пропилил ролик, что будет, если ливнет вся соседняя команда. Я уверен, что многие не знали об этом, и теперь вы знаете, что будет, когда ливнет вся соседняя команда.
команда. Также вы, наверное, знаете, что я выпустил ролик про молнии в CSGO, как стрелять молнии в CSGO. Позже мне отписали в комментариях, что это баянистая тема. Но все равно очень многие мои друзья, особенно глобалы мои друзья, они сказали, что они не знали об этой фиче. Также я запилил хороший очень ролик, где я рассказал про все самые дорогие скины на ножи в CSGO. И я даже специально не стал вставлять только кровавую паутину. Я вставил специально Эмеральд, Black Pearl и так далее, чтобы вы знали еще ценники на них. И все равно люди меня захуесосили, что за говно я запилил. Я вас не понимаю. Мне что, лучше было бы выпустить такой топ, где я бы сказал: так, значит, смотрите, на Байонете у нас самый дорогой это статрек кровавая паутина. Керамбите это статрек кровавая паутина. На М9 Байонете это статрек кровавая паутина. Вы серьезно? Я стараюсь пилить для вас реально интересные факты, а вы это не оцениваете. Вы оцениваете какой-то обоссанный геймплей, который никому нахуй не нужен. Кому, объясните, в здравом уме интересно смотреть просто обдолбанно со слюнями вот такими, блядь, как у Ферамира, только, блядь, за место сопли слюни. Сидеть просто и смотреть, как какой-то человек просто стреляет в CSGO. Да я таких роликов кучу могу запилить, да пожалуйста. Хоть завтра я выпущу ролик, который я назову «Получил лакбан в CSGO». И давайте, только попробуйте поставить там дизлайк. Вы все равно меня захуесосите, потому что скажете: ой, Твистер, где интересные факты? Я запилю интересные факты, вы скажете: ой, это баян какой-нибудь. Вы меня заебали. Это был ролик просто информативный на тему того, что меня просто прибомбило. Я просто говорю, друзья, просто поймите ситуацию всех ютуберов CSGO. Очень многие делают пиар, и очень многие получают хорошие, положительные оценки из-за того, что они просто рекламируют совершенно хуесосные сайты. И даже стараюсь некоторым сайтам не продавать рекламу, потому что они реально какие-то обдолбанные. Я недавно пропиарил CSGO House. Это очень хороший проект. Я реально несколько раз его проверил. Даже уличил их один раз в подкрутке и потом переснял ролик. Ладно, на этом все, друзья. Всем удачи и хорошего дня.